Шаукуз Тхостов – представитель яркой интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Наш выдающийся соотечественник решил посвятить жизнь просветительской работе и открыть школу в родном Беслане. Чтобы заработать на свою мечту, уехал на строительство Восточно-Китайской железной дороги. Впечатления от поездки во Владивосток позднее легли в основу книги «Путевые очерки Ирона». Тему продолжит Анна Голобаева. Шаукуз Тхостов – один из ярких представителей осетинской интеллигенции, педагог, путешественник, писатель. После себя он оставил богатое литературное наследие. Выдающийся деятель родился в Беслане. Учился в Ставропольской гимназии, после уехал в Петербург, где поступил в престижный институт инженеров путей сообщения. Талантливого специалиста ждала успешная карьера, но он твердо решил вернуться на малую родину. Происходил из очень знатной осетинской семьи, получил хорошее образование и считал своим призванием педагогику. И на этом педагогическом поприще преуспел. Включая даже то, что он построил школу в Беслане, используя при этом не только казенные, но и свои личные средства. Известной Шаукузу Тхостову принесла книга «Путевые очерки Ирона». Она была написана по впечатлениям от путешествия из Одессы во Владивосток и впервые вышла в свет в 1912 году. С тех пор издание долгое время не печатали, и только спустя 110 лет дополненная и обновленная версия снова стала достоянием общественности. Над ней работали несколько лет. Большую роль в его жизни сыграли такие люди, как Костахи Тагуров и Цуско Амбалов. Костахи Тагурова он знал со времен учебы в Ставропольской гимназии, посещал его художественную мастерскую, а потом вместе с ним посещал художественные выставки в Петербурге. И он в воспоминаниях, которые тоже в этой книге публикуются о Костахи Тагурове, он прямо так и говорит, что вот эти пояснения, комментарии, вдохновенные комментарии Костахи Тагурова открыли новый для него мир живописи. Название оставили прежним, а содержание расширили. Кроме заметок о путешествиях, в книге осетинские народные песни, предания, сказки, автобиографические очерки, официальные письма и личные фотографии выдающегося писателя. Еще одним подарком для читателей станет впервые опубликованные воспоминания внучки Шаукуза Тхостова. Копии, которые сохранились в архиве, некоторые, например, машинописные, они выгорели. И какие-то буквы просто были уже не видны. И приходилось догадываться, какое там могло быть слово. Потом мы переводили на русский для того, чтобы расширить нашу читательскую аудиторию. И вот эти переводы сложные, потому что там синтез мифа, разных пластов культурных. Сохранить на века историю и культуру своего народа – долг каждого гражданина. В дальнейшем книгу планируют обновлять. Анна Голобаева, Алан Суанов. Новости Осетии.